В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. ЦСКА со счетом 2-1 по буллитам обыграл Ярославский «Локомотив» в предпоследнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, обеспечив себе первое место в турнирной таблице по итогам первенства. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. У гостей отличился Брэндон Козун, а у хозяев льда Антон Слепышов. Овертайм также победителя не вывел, а в серии буллитов точнее оказались армейцы. Победный бросок на счету Михаила Григоренко. ЦСКА одержал 9-ю победу кряду. Имея 104 очка, он стал недосягаемый для СКА и в 4-й раз завоевал Кубок континента. В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы 22 февраля примут Рижское «Динамо», а для железнодорожников этот матч был последним в регулярке. Баскетбольная сборная России проведет ключевые для себя матчи в квалификационном турнире Кубку мира 2019 года. Сегодня команда Сергея Базаревича встретится на выезде с болгарами, а в воскресенье в Перми проведет заключительную встречу против сборной Финляндии. Российская команда занимает 3-е место в группе К, одержав 6 побед и потерпев 4 поражения, и ведет борьбу с командой Финляндии за последнюю путевку из группы на Кубок мира. Сборные Франции и Чехии, занявшие 1-е и 2-е место, гарантировали себе попадание в финальный турнир. Национальная сборная России не смогла собрать оптимальный состав, в чем признался Базаревич накануне отлета в Болгарию. Мы бы хотели видеть на предстоящие игры более опытный и сбалансированный состав. Рассчитывали, что ЦСКА и Химки отпустят больше игроков, но они отпустили по одному. Поэтому в сборной есть легкий недокомплект, но мы будем стараться решить задачу теми, кто есть, сказал тренер. Россиянка Анжелика Сидорова стала победительницей в соревнованиях по прыжкам с шестом на заключительном этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который прошел в немецком Дюссельдорфе. 27-летняя спортсменка показала результат 4 метра 77 сантиметров. Сидорова также стала победительницей общего зачета зимнего тура. Напомню, Анжелика является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы в 2014 году. В помещениях на ее счету 5 побед в первенстве страны и 1 на континентальном первенстве. Следующий турнир, на котором выступит Сидорова, пройдет 23 февраля во французском Клермон-Ферране. А в Южной Якутии прошел турслет «Видзал». Он приурочен к 15-летию создания Нерюнгринского поисково-спасательного отряда. Об этом виде спорта и его юных участниках расскажет Екатерина Павлова. Видзал – новое направление, набирающее популярность и в Южной Якутии. Все трассы прокладывают в помещении. Для участников были подготовлены самые популярные и любимые всеми маршруты с препятствиями: переправа, бабочка-переправа, имитация разрушенного моста, бревна и ромб-рукоход. Детям очень нравится тут, и они могут узнать очень много нового. Допустим, вот такой трассы у нас еще не было, где можно подняться и потом спуститься по лучу. Также привлечены у нас дети, которые впервые, вообще они еще ни разу не участвовали в этих мероприятиях. Сегодня они имеют возможность ознакомиться с маршрутами, чтобы в дальнейшем уже принимать участие в полноценных турслетах. Желание поучаствовать в новом направлении турслета изъявили школьники города и поселка Чульман. Всего более 70 участников. Для Анны Сашниной такие препятствия не в новинку. Школьница начала увлекаться подобным видом спорта и еще с лета. И уже не раз принимала участие в турслетах. Нас пригласили полазить в веревочном парке. И я пошла вместе со всеми и узнала об этой организации. Поначалу было сложно, но потом было легче. В честь 15-летней годовщины Общероссийская общественная организация «Детско-юношеская школа безопасности» презентовала Нерюнгринскому поисково-спасательному отряду новое оборудование для учебного класса, приобретенное за счет средств, полученных от фонда президентских грантов. Мы привезли роботы-тренажеры по первой помощи, роботы-тренажеры 5-го поколения называются. Так? Электронные. Мы привезли средства связи, чтобы обеспечить видеоконференцию в режиме онлайн. Таким образом, мы планируем обучать не только профессиональных спасателей, помогать нашими методистами и опытными преподавателями, не только профессиональных спасателей, но и добровольцев, детей. Организаторы Россоюзпас и местное отделение ДОСААФ уверены, что турниры и подобного рода соревнования – это профилактика безнадзорности детей и подростков, а также проявление патриотизма и гражданственности. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. А это были новости спорта. Всего доброго.